Мгм. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Сегодня хочу вам рассказать о комплексе «Маяк спасателя». Комплекс «Маяк спасателя» предназначен для поиска и обнаружения участников ликвидации чрезвычайной ситуации, пожаров, попавших в экстремальную критическую ситуацию и потерявших возможность самостоятельно эвакуироваться. Комплекс состоит из противоударного водонепроницаемого кейса. Давайте сейчас снаружи я вам покажу, что здесь. Значит, подзаряжается он от сети 220 вольт, также может подзаряжаться от бортовой сети автомобиля, и также к нему присоединяются выносные датчики для удобства контроля. Датчик расположен в автомобиле таким образом, чтобы индикацию было видно с улицы. Также для удаления сигнала присоединяется выносная антенна. Это все у нас закреплено на автомобиле Газдомзащитной службы, но и без антенны может он работать. На полной подзарядке работоспособность данного комплекса 24 часа. При открытии крышки он автоматически сразу активизируется. Сейчас я открою и посмотрим, что внутри. Внутри, значит, мы видим непосредственно 5 маяков. Также в комплект входит вибробраслет и съемные панельки. Они предназначены для нанесения на них фамилии того человека, которому будет выдаваться маяк. Значит, поиск пострадавшего осуществляется по звуковой и световой сигнализации, которую выдают маяки спасателя. Принцип действия следующего. При вынимании маяка из базы он автоматически активизируется. И если находится в неподвижном состоянии в течение 30 секунд, датчик подает предупредительный сигнал. Через 45 секунд неподвижного состояния датчик переходит в режим тревога, и сюда на пульт приходит тревожный сигнал, и лампочка зеленого цвета начинает моргать красным. Также может пользователь данного маяка сам попросить о помощи в той ситуации, когда, например, дезориентировался, потерялся или просто нужна помощь. Путем нажатия двух клавиш автоматически передает сигнал сюда на пульт. Также комплекс позволяет оповестить участников ликвидации чрезвычайной ситуации в таком моменте, когда угроза взрыва либо обрушения кровли. Путем нажатия двух клавиш «Всем на выход» на маяки приходит сигнал с голосовым оповещением «Всем на выход». После чего пользователь должен подтвердить, что он получил сигнал нажатием двух клавиш. Также сигнал приходит и на вибробраслет. Значит, оповещение идет как визуально, так и тактически, тактильно. Браслет одевается на руку. Включается и готов к работе. Браслет может быть передан, например, начальнику КПП или начальнику боевого участка. Постовой будет контролировать здесь за пультом, а на браслете будет уже контролировать другой человек. Тем самым два человека будут контролировать за безопасностью участников ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас мы активируем датчик один. Сначала путем самостоятельного нажатия. Сейчас я нажму, и датчик начнет издавать звуковые и световые сигналы. Также здесь присутствует белый шум. Это для того, что когда пострадавший находится на груди и световых вспышек не видно, то белый шум в замкнутых пространствах очень сильно раздается. Датчики крепятся при помощи вот такого устройства на пояс пожарного, либо на подвесную систему дыхательного аппарата.
Активируем, ребята. Также поступил тревожный сигнал и на браслет, и на пульт. Сигнал тревога, маяк номер 5 сработал. И постовой уже понимает, что с пожарным произошла кнопка отключения звукового оповещения на пульте. Лампочка продолжает моргать. И значит, резервное звено выдвигается на помощь пострадавшим. Также слышим звуковое оповещение и идет вибрация на браслете. Значит, пока маяк не вернется на базу, тревожный сигнал так и будет моргать здесь, пока не окажут помощь пострадавшему и не вынесут его на свежий воздух. Сейчас мы перезапустим и попробуем сделать срабатывание оповещения всем на выход. Вернем маяк на место. Вынем маяк, положим его, давайте вот сюда его положим. При получении информации о возможности взрыва или обрушения кровли, либо другой какой-то опасности людям, находящимся внутри здания, постовой может их оповестить следующим образом. Нажав и удержав на 2 секунды 2 кнопки, на маяк приходит оповещающий сигнал. На пульте начинает моргать зеленым-красным. Это говорит о том, что сигнал ушел на маяк. После получения сигнала нужно подтвердить, что вы сигнал получили путем нажатия 2 клавиш. На пульте индикатор, который моргал зелено-красным, начинает гореть зеленым светом. Это говорит о том, что сигнал получен и подтвержден. И человек выходит в безопасное место. В данном случае комплексы имеют 2 вида. Первого и второго комплектации. У нас вторая комплектация. Здесь возможность контроля давления газодымозащитников по выносной шкале. Но для этого дыхательные аппараты должны быть оборудованы системой индикации давления. Тогда можно будет контролировать здесь давление, оставшееся давление в дыхательных аппаратах. Мы активно используем на практике данное оборудование для безопасности и охраны труда наших сотрудников. С вами был старший мастер газодымозащитной службы специальной пожарно-спасательной части номер 1.